День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Марфирина Алексеева. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. В Якутии открылся Центр хранения документов по истории СВО. Материалы о спецоперации принимаются от всех желающих о работе Центра. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций акционерного общества «Ичугейское» в собственность республики о критически важной мере. В Якутске усилили уборку снега. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Сколько снежных масс уже вывезли? На страже безопасности якутян в столице республики развернулись учения командных экстренных служб. В Москве наградили победителей третьего всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток. Земля приключений». От Якутии было отправлено 50 заявок. Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом обстановку на Ближнем Востоке. Во время беседы Путин призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и поделился соображениями по этому поводу. Трамп, в свою очередь, дал оценку событиям в контексте совместной с Израилем операции. Лидеры также затронули тему мирного процесса по Украине. Российский президент положительно оценил посреднические усилия США и рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения. Американский лидер выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Кроме того, они обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке. Разговор состоялся по инициативе американского лидера. Продлился он около часа. Коллеги заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. Эту историю не перепишут. В Якутии открылся Центр хранения документов по истории СВО. Он ведет свою работу на базе Национального архива республики и принимает любые материалы о спецоперации от всех желающих сохранить их. Подробности о работе Центра расскажет Саргалана Неустроева. Совсем скоро эти пустые полки заполнятся вполне себе осязаемой историей СВО. Уже сегодня Центр принял данные 177 семей ее участников. А хранятся они в таких специальных бескислотных коробках. В таких ваша история точно сохранится на века. Такими материалами может быть что угодно – документы, видео, фронтовые письма и даже медали. Мы не ограничиваем. Любой документ, любая какая-то та бумажка, которая вроде сейчас не имеет значения, а через годы она будет уже историческим фактом. Это же память, это мы принимаем на государственное хранение. Оно будет храниться вечно. В архивном фонде нашей республики, в Национальном архиве. И мы прилагаем все всемирные усилия, чтобы эти документы дошли до наших потомков. Этими же соображениями руководствовалась мать погибшего участника СВО Мария Куличкина. По ее словам, в годы Второй мировой на полях сражений погиб ее дядя. Но никакой информации об этом не осталось. Документы просто не сберегли. Такой участи женщина не смогла пожелать своему сыну. Для меня это было решение, значит, это же все-таки тоже часть его. Маленькая горечь-то была, что я отдам это его документы, оригиналы все, да. Но в то же время меня, с другой стороны, радует, что это пригодится, может, в будущем кому-то. Так что в историю-то надо это что-то сохранить, оставить. А то тоже так же, как мой дядя, канут в небытие. Решение передать фронтовые материалы в Центр принял и министр молодежи республики Петр Шамаев. По его словам, он напишет историю о погибших сослуживцах. И таким образом их подвиг навсегда сохранится в аналах истории. Про них рассказать, что ли, чтобы след остался. И хотелось бы, чтобы это помогло, не знаю, молодым людям осознать, какая работа была проведена все-таки.
мы живем все, доживаем их жизни, и это понимание должно быть у ребят тоже, у всех остальных. Благодаря этому большому труду, работе живем хорошо, без осознания того, что сейчас идет война. Кроме того, такая архивация данных не оставит шанса на то, чтобы история была переписана. Ведь события Второй мировой специалисты восстанавливают по крупицам данных. А ведь это относительно недавние события. Это доказывает, история страны – это история каждого ее жителя. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Сдай ружье, помоги приблизить победу. До 20-х чисел марта у якутян есть возможность сдать ружье для нужд бойцов СВО. С 18 февраля, с момента запуска очередного этапа инициативы, было сдано более 70 единиц. Подробнее про акцию расскажет Вероника Таюрская. История акции «Сдай ружье на СВО» берет свое начало с 2024 года. С тех пор на линию фронта было отправлено более 300 гладкоствольных ружей. Орудие, которое так необходимо бойцам, позволяет отражать атаку дронов и БПЛА. Используется оружие и для самообороны и встречи с врагом. Хочется сказать, выразить огромную благодарность Алексею Сергеевичу, что посодействовал, дал поручение нашим уважаемым главам улусов, которые тоже прошли с удовольствием к нам навстречу и организовали тоже и рекламную кампанию, и место для проведения сбора гладкоствольного оружия. Поэтому наши ребята просто приезжали, там уже все готово. Поэтому огромное спасибо, как говорится, Баглактарга, главам улусов. Якутяне активно принимают участие в акции. Жители сдают оружие как отечественного, так и зарубежного производства. Сегодня акция, успешно стартовавшая в 2024 году, расширила географию. Для оказания помощи бойцам на передовой присоединились жители Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Намского улусов. Я к ней тоже присоединился к этой акции и сдал свое ружье, верное ружье, которое со мной было многие десятки лет. Уверен, что оно послужит нашим бойцам и спасет не одну жизнь, а это самое главное. Мне думается, что на сегодняшний день одним из таких важнейших для наших бойцов является наличие гладкоствольного оружия, из которого они могут сбивать дроны. Это тоже один из таких очень важных факторов. Примкнуть к акции просто. Для этого необходимо написать заявление и составить акт приема передачи. При желании на передовую можно отправить патроны к гладкоствольному оружию. В Якутске сдать оружие можно по адресу Дзержинского, 35, корпус 1, 10-е окно. Ну а сама акция продлится до 20-х чисел марта. Вероника Таюрская, Артумен Наговицын, Якутск. Первый поток республиканской кадровой программы «Якутия. Земля героев» выходит на финишную прямую. 24 участника и ветерана СВО готовятся к защите выпускных работ. Их тематика разнообразна. От поиска заблудившихся в лесу людей до сохранения деревянного зодчества в родном Улусе. Перед защитой проекта курсанты прошли стажировки в ведомствах и министерствах, где познакомились с внутренней работой учреждения. Завершается программа уже 8 мая. Сейчас еще, наверное, рано говорить о том, оправдала или нет, потому что она у нас завершается к 8 мая текущего года. Но сейчас уже предварительно какие-то итоги, конечно, подвести можно. Мы видим, как меняются наши курсанты, мы видим о том, что они очень тщательно подошли к определению тематики проектов, которые впоследствии будут реализовывать во благо нас всех с вами. Поэтому, да, я, например, чувствую, что все получилось, все начало работать так, как мы планировали. В Алёкминском районе побывал герой России Андрей Григорьев, больше известный всем под названием Тута. Вместе с супругой Октябриной Дмитриевной он встретился с молодежью Алёкминского района, а кроме этого выполнил слово, данное им боевому другу, уроженцу села Тяни. Еще один герой России побывал на Алёкминской земле – Андрей Николаевич Григорьев. Главная причина приезда его необычная, и на каждой встрече он рассказывал о ней. Я очень благодарен вам всем, что воспитали такого сына Габышева Максима, позывной Габа. Я очень горд, что с ним вместе я служил, потому что если бы не был он, я бы здесь, к сожалению, не присутствовал бы. На втором военном задании он меня спас.
Андрей Николаевич выполнил обещание, данное на спецоперации своему боевому другу Максиму Габушеву, побывать на его родине в селе Тяня. Мой очень близкий друг, который меня вытащил из огня, это Тянинского наслега Алюкинского района. Я должен был обязательно переходить сюда. Это мой долг перед ее родственникам, родителям, сыном. Это мой долг. Я обязательно должен был здесь. Поэтому я вчера пришел. Вчера вон там ходили. Память о своем брате. И очень много знакомых здесь у меня. Максим Егорович погиб 9 мая 2024 года. Но живо слово, которое было ему дано. Теперь оно выполнено. Встреча с удивительным человеком, чье слово пронесено через годы спецопераций, запомнится надолго. Человек сам по себе очень интересный, потому что так смело поступил. И на самом деле это очень завораживает. И оказываясь на том месте, даже в голове становится очень страшно, как так можно было героически поступить. И меня это очень восхищает. Живые легенды пишут историю, во времена которой мы живем. Воины аликминчане, он с ними вместе воевал, делил все это. Поэтому, наверное, боевое братство с алюкинскими ребятами, наверное, это все. Якутия – это одно целое, я так считаю. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. За минувшую неделю госпитали Якутии и Ростова-на-Дону приняли свыше 700 участников боевых действий и членов их семей. Параллельно специалисты провели консультации для 800 бойцов и их близких. Работа центра строится на принципах полной анонимности. Все обращения строго конфиденциальны. И записываться на прием к психологу можно под псевдонимом. Подобный формат позволяет обеспечить доступную психологическую помощь всем нуждающимся в защищенной обстановке. В рамках Года культуры в республике психологическим центром идет подготовка к обучающему семинару для специалистов учреждений культуры и искусств на тему психосоциальной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Напоминаем, при обращении в наш центр участники спецоперации получают психологическую услугу в приоритетном порядке в любом структурном подразделении Якутского республиканского психологического центра. В Якутске получить помощь психолога можно, записавшись по номеру 31 9109. По этому же номеру можно узнать контакты наших филиалов. Также работает круглосуточный телефон доверия 8 800 135 50. Обращение в наш центр анонимный, конфиденциальный. Можно записаться под псевдонимом. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций акционерного общества «Чугейское» в собственность республики. Это решение сохранит предприятие как племенное оленеводческое хозяйство и предотвратит его приватизацию. Мера критически важна для села Чугей Аймяконского района, традиционного места проживания эвенов, где оленеводство составляет основу культуры, труда и преемственности поколений. Теперь имущество и профильная деятельность предприятия будут сохранены, а традиционный уклад жизни народов Севера защищен в интересах нынешних и будущих поколений. В России планируют создать единый электронный реестр с информацией о перекрытиях дорог. Законопроект с соответствующим предложением внесли в Госдуму. По мнению авторов документа, инициатива позволит любому пользователю своевременно получать информацию о временно недоступных путях и повысит безопасность дорожного движения. Законопроект также предлагает привести к единообразию положения об ограничениях движения транспорта по автодорогам. По словам депутатов, в соответствующих законодательных актах
транспортах России содержатся противоречащие друг другу положения. В Якутии продолжается перевозка жизненно важных грузов и топлива по ледовым переправам и автодорогам. За зимний период необходимо транспортировать 613 тысяч тонн. На сегодняшний день в целом план выполнен на 49%. В частности, было доставлено 43,5% социально значимых товаров. План по завозу менее 50% выполнен в арктических и вилюйских группах районов. В настоящее время наблюдается небольшое отставание от прошлогодних показателей за аналогичный период. Тогда план был выполнен на 60%. На сегодняшний день в перевозках задействовано порядка 618 единиц техники. Это где-то 6 марта за неделю увеличено порядка на 120 единиц автотранспорта. И сегодня первым заместителем председателя правительства поставлена тоже задача об активных перевозках. Особенно обращаем внимание на арктические районы. С 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъемности. Сезон ледовых переправ и автозимников выходит на финишную прямую. С 1 апреля допустимая масса снизится до 30 тонн, с 8 апреля до 20 тонн, 15 апреля закроются ледовые переправы в центральных районах. Проезд для всех видов транспорта будет запрещен. 20-25 апреля завершится работа переправ в северных и арктических районах. На страже безопасности якутян в столице республики развернулись учения командных экстренных служб. Как они прошли, расскажем в следующем материале. Больше 30 единиц техники и 100 человек. Такая команда системы предупреждения чрезвычайных ситуаций собралась на местности Усть-Хатын. Перед самым интересным практической частью – общее построение. Доклады личного состава принимает вице-премьер Дмитрий Садовников. Мероприятия стандартные, традиционные. Службы доложились о готовности, средствах и материальных ресурсах при тех мероприятиях, к которым мы готовимся. Мы уверены, что справятся. Справиться предстояло с хорошо знакомым, но коварным врагом – огненной стихией. По легенде учений, природный пожар приблизился к населенному пункту. Чтобы предотвратить перекид гипотетического огня на село, в борьбу вступают сразу несколько служб. Подключается и тяжелая техника. Во-первых, мы отслеживаем в том числе работу наших звеньев. Второй момент немаловажный. Мы тоже ведем съемку с них, в том числе самих учений. Конечно, самое главное, мы можем и ведем с них космосъемку наших взрывоопасных участков, нашей лесопожарной складывающейся обстановки. Поддержка с воздуха хорошо, но все же работа на земле остается решающим фактором. Оперативность тушения во многом зависит от согласованности действий. Тут каждая секунда на счету. Поэтому так важно оттренировать алгоритм заранее. Один из моментов слаженной работы, общекомандной работы. Ежегодно проводя такие учения, у нас же тоже набор идет постоянно. Кто-то уходит, кто-то приходит, и новых избранных бойцов тоже обучаем такими методами. Учение – еще и хорошая возможность опробовать в деле новую технику. Вот, например, одно из последних приобретений МЧС – вездеход ТМ-140, который впервые бороздит якутскую землю. Сегодня в рамках учений мы провели эксперимент. Базовой комплектации на этом вездеходе нет, емкости с водой. Вот мы установили кубовую емкость с водой, поставили мотопомпу, естественно, снабдили рукавами. И, как показала практика сегодняшняя, что эта идея может жить и применяться. Вот так машина выглядит изнутри. Вездеход штука универсальная, она и по снегу пройдет, и по грязи, и даже плавать умеет. Выполнена она, кстати, по спецзаказу на Курганском заводе, поэтому внутри есть свои особенности. Тут, например, есть радиостанция, по которой можно общаться с другими подразделениями. Даже есть планшет, где можно посмотреть на карту и ориентироваться по местности.
Сворачиваем шланги, паркуем машины. Очаги возгорания ликвидированы. Учения прошли успешно, а значит, есть все основания полагать, что летом огнеборцам будет легко в бою. Рыжана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. 12 марта в ходе прямого включения из студии НВК «Саха» Кабмин Якутии в полном составе провел публичный отчет исполнительных органов власти перед населением. В том числе члены правительства ответили на вопросы якутян, поступившие в прямом эфире. В ходе своих докладов и ответов на вопросы Кабинет министров затронул все интригующие и интересующие якутян темы. От проблем с выплатой зарплаты работникам ЖКХ до обеспечения социальных учреждений и районов республики всем необходимым. Напомним, что выездные отчеты правительства перед населением Якутии проходили во всех 36 муниципальных районах и городских округах региона. В ходе встреч представители исполнительных органов власти посетили 445 населенных пунктов республики. В обсуждении итогов работы приняли участие более 29 тысяч жителей. Качество мобильной связи, интернета. В Якутске усилили уборку снега. С наступлением марта коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Сколько снежных масс уже вывезли с улиц столицы республики и какие работы продолжаются в материале нашего корреспондента. С приходом марта дорожные службы работают без перерывов. Техника выходит на улицы и днем, и ночью. Главная задача сейчас не только расчистить, но и подготовить проезжую часть к весеннему таянию. За долгую зиму в Якутске накопилось достаточно большое количество снега. Конечно, вручную все это дело не убрать, поэтому на помощь выходит специализированная техника. За начало сезона дорожники вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Перед тем, как вывести снежные массы, их собирают вдоль дорог валы. Этой работой занимаются дорожные рабочие. Одним из них является Василий Борисов. Он сгребает осадки с проезжей части и обочин в одну линию, чтобы затем их могла забрать спецтехника. Я полгода работаю в Дорстрое. В мою обязанность входит помогать транспорту очищать дороги города Якутск. Каждый день нам утром выдают задание. Если мы раньше заканчиваем, то второе задание получаем. Ничего сложного нет. После такой подготовки к работе подключается техника. В период активной уборки на городские улицы выходят до 90 единиц. Это самосвалы, погрузчики, автогрейдеры и тракторы. Большая часть работы проходит ночью, когда дороги свободнее от машин. Вместе с техникой на линии работает около 30 дорожных рабочих. В среднем за сутки они убирают почти 3000 кубометров снега. За ходом уборки наблюдают и жители города. Думаю, что здесь все отлично с этим. Не скользко? Нет, не скользко. Не, довольно, убирают, нормально все. Ну, очень скользко везде. Ага, невозможно пройтись нормально. Антигололедные мероприятия тоже продолжаются. Коммунальные службы обрабатывают дороги, перекрестки, автобусные остановки и тротуары речным песком. В случае, если горожанин недоволен состоянием дорожного полотна, пешеходного перехода, либо же автобусной остановки, горожанин может позвонить по номеру 30 09 94, это Якутская городская дорожно-транспортная служба, и оставить там заявку. К уборке подключились и управляющие компании. Они очищают дворы, тротуары и крыши зданий от снега и льда. Поэтому в этот период нужно быть предельно внимательными. Работы по санитарной очистке города продолжаются. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Нерюнгринский район относится к числу эндемичных территорий по клещевым инфекциям. С каждым годом фиксируется рост числа нападений клещей на людей. В прошлом сезоне было зарегистрировано более сотни укусов. Лабораторные исследования выявили среди клещей возбудителей опасных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита. В Нерюнгре начата подготовка к реализации комплекса профилактических мероприятий. К летнему сезону будет проведена обработка мест массового пребывания людей. Сотрудники Роспотребнадзора проводят разъяснительные беседы. Главной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Врачи настоятельно рекомендуют завершить курс вакцинации до начала активности сезона клещей. Вакцина имеется и в детской, и во взрослой поликлинике. Вакцинация жителей нашего района проводится бесплатно. Для приезжих людей, которые приезжают для работы вахтовым методом, вакцинация должна выполняться в тех регионах, в которых они проживают. То есть они сюда уже должны заехать вакцинированные.
Ну а для наших жителей, да, вакцинация проводится бесплатно в рамках действующего законодательства. Поэтому обращайтесь в поликлиники и получайте вакцинацию, получайте защиту от клещевого энцефалита. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. В районах Якутии усилили меры по отлову безнадзорных собак и увеличили финансирование приютов. С начала этого года в республике уже отловлено более 400 собак. Особое внимание уделено Нерингринскому району, где с 6 марта действует режим повышенной готовности. Это позволило оперативно привлечь дополнительные ресурсы ветеринарных служб и правоохранительных органов, а также увеличить финансирование мероприятий по отлову из резервного фонда. В Мирнинском районе работа проведена в ежедневный штатный режим. На текущий год в бюджете города предусмотрено рекордное финансирование в 30 миллионов рублей. В Нерингри продолжается капитальный ремонт ключевых объектов больницы. Руководство Нерингринской ЦРБ провело плановый осмотр хода строительных работ в блоке А больничного комплекса и взрослой поликлиники города Нерингри. На обходе присутствовали и наши коллеги. Капитальный ремонт пятиэтажного здания блока А начался в 2023 году за счет средств федерального бюджета. Выделено порядка 500 миллионов рублей на ремонтные работы, также на оборудование. На сегодня завершены основные строительно-монтажные работы. Мы уже приступили к установке технологических оборудований. Это значит операционные светильники, столы, оборудование, монтаж, также монтаж компьютерного томографа. На сезон весны-лета уже будем запускаться на полную мощность по этому зданию. В блоке А больничного комплекса сосредоточен диагностический центр, отделение реанимации, операционные залы. И имеется здесь 3 операционных зала, так как мы сейчас работаем на одном, всего будет их 4. То есть это значительно позволит увеличить количество оказания и плановой медицинской помощи, об экстренной я даже не говорю, потому что она фундаментальная, и в любом случае приоритет будет идти на нее. И с помощью этих 3 операционных мы сможем позволить увеличить нашу оперативную нагрузку в 3-кратно, даже 4-кратно. То есть практически у каждого отделения будет своя зона ответственности, свой операционный зал и оснащенный по последнему слову техники. Одним из ключевых технологических нововведений обновленной больницы станет современная система палатной сигнализации. Для оперативности оказания медицинской помощи пациентам путем сигнализации на пост медсестры, который будет, если пациент нажимает вызов, на посту появляется сигнал, если они будут вбивать туда фамилию, даже фамилия может выйти. Пациент Иванов вас вызывает. Или вот за процедурой, за помощью каким-то, за тревогой. И просто доктора вызвать может. Помимо блока А, в активной фазе работ находится еще 5 объектов Нерингринской центральной районной больницы. Взрослая поликлиника, кожно-венерологический диспансер, акушерское отделение, станция скорой медицинской помощи. Капитальный ремонт позволяет создать комфортные условия для пациентов и медиков, современное оборудование, удобное расположение кабинетов и процедурных комнат, рабочих зон. Такие преобразования способствуют улучшению качества жизни нерингринцев и повышению уровня медицинской помощи. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. 5 районов Якутии получат передвижные медкомплексы для детей. Они повысят охват профилактическим и медицинским осмотрами детей, а также диспансерное наблюдение за детьми из группы риска. Комплексы полностью оснащены современным оборудованием, что обеспечит возможность проведения полного медосмотра и диагностики. Закупка 5 передвижных комплексов проходит за счет средств федерального и республиканского бюджетов. На эти цели выделено 42 миллиона рублей. Комплексы будут направлены в Вилюйскую, Нербинскую, Нерингринскую, Намскую и Ленскую районные больницы.
Бригада мобильного хирургического центра Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медпомощи продолжает работать в Алданском районе. На базе хирургического отделения Алданской ЦРБ планируется провести около сотни операций разного профиля. Первые пациенты уже отправились домой. Подробности смотрим далее. В отделение хирургии Алданской ЦРБ Галина Дегтярева поступила несколько дней назад для проведения планового оперативного лечения. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя прекрасно, и сегодня после врачебного обхода она отправится домой. У меня вообще стоял выбор: либо куда-то ехать, либо посоветовали мне РБ2. Да. Сейчас я уже понимаю, что я сделала правильный выбор. Прекрасные врачи. Я прямо всем советую: выбирайте РБ2. И вообще у нас прекрасная больница в Алдане. Персонал очень хороший, все внимательные, чуткие. В марте 2026-го бригада Республиканской больницы номер 2 города Якутска прибыла в Алдан в 6-й раз. Специалисты выполняют сосудистые и отоларингологические операции, холецистектомию лапароскопическим методом, а также эндопротезирование суставов. Вмешательства проводятся на базе хирургического отделения Алданской ЦРБ. Алданский район – это район, который достаточно востребованный мы здесь, поэтому сюда выезжаем в составе полной бригады. Состав полной бригады – это значит нейрохирург, оториноларинголог, травматолог, ортопед, ангиохирург и хирург. В операционной завершается эндопротезирование коленного сустава. Вмешательство проходит благополучно, а самостоятельно встать на ноги пациент попробует уже завтра. Пациенту в среднем предстоит восстанавливаться после такого оперативного лечения где-то около 7-10 дней. Это самые минимальные сроки. Ранее на базе Алданской ЦРБ специалисты мобильного хирургического центра РБ2 выполняли операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Вмешательства по замене коленного сустава осуществляются впервые. В настоящее время проведено несколько операций такого профиля, а первые пациенты уже начали ходить. В мобильной бригаде имеется реабилитолог, который уже занимается пациентами, и на следующие сутки мы их поднимаем. И они уже самостоятельно передвигаются с помощью костылей. Консультациям и оперативному лечению пациенты были подготовлены заблаговременно. Их отбором занимались алданские медработники. Персонал больницы также помогает коллегам во время вмешательств и в послеоперационном периоде. Здесь уже все отработано, оно, можно сказать, на автомате. Прекрасная больница, отличное оснащение операционной, поэтому никаких нареканий нет, все уже проходит автоматически. Операции проводятся сразу в день нашего приезда, начинаем. Достаточно большой объем, до 10 операций в сутки. В Алдане специалисты мобильного хирургического центра будут работать до конца недели. В общей сложности планируется провести порядка 60 вмешательств. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутском медколледже распределили 862 выпускника. В мероприятии приняли участие представители Минздрава республики и работодатели. На сегодняшний день почти все студенты текущего года уже трудоустроены. Колледж демонстрирует лучшие показатели по закреплению кадров в регионе. В прошлом году уровень трудоустройства составил 99,3%. Уникальный опыт Якутии по распределению медицинских кадров теперь перенимают и другие регионы России. Хочу отметить, что именно процедура предварительного и окончательного распределения выпускников среднего профессионального образования позволяет республике оставаться лидером по трудоустройству молодых специалистов, выпускников СПО в числе регионов Российской Федерации. Это было отмечено и на коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Да, мы как регион топ-регионов с лучшим результатом по трудоустройству выпускников СПО. Шаг навстречу полной жизни. Добраться до спортзала или поликлиники теперь ветераны СВО с инвалидностью могут бесплатно получить помощь в перевозке. Как именно, расскажем в следующем сюжете. Сейчас тренировки – неотъемлемая часть жизни Алексея Антипина. Но так было не всегда. После участия в специальной военной операции молодой человек лишился обеих ног, а спорт стал отдушиной. Сначала пробовал разных видов, типа стрельбы из лука, армрестлинг, пауэрлифтинг. А волейбол с сидиум как является командной игрой, и
чаще соревнования проводятся именно вот, на Кубке защитника Отечества. Там именно нужно обязательно участвовать. Впереди у Алексея серьезная цель – защитить честь Якутии на предстоящем чемпионате России по волейболу, сидя в Краснодаре. Учитывая проблемы с мобильностью, сделать это было бы трудно, но на подмогу пришла общественная организация «Феникс». Помогает по всем видам, которые касаются СВО, вот, например, ветеранов СВО. Если есть проблемы, обращаемся и решаем. Сейчас хорошо, что появился еще транспорт. То, что можно уезжать, например, на тренировки, до того же аэропорта или там по личным делам. «Феникс» занимается всесторонней поддержкой участников СВО, от юридической до психологической. Но острее всего стоял вопрос с транспортом. Озвучили эту проблему на попечительском совете, касаемо транспортировки в целом по городу. То, что есть такая проблема, ветераны не могут свободно передвигаться. И приняли решение, что нужен нам транспорт. С этим нам помог Центр протезирования. Вот и решение проблемы – новенький микроавтобус. Раньше услуга работала в пробном режиме, но с сегодняшнего дня воспользоваться ею может любой участник СВО. Кстати, за рулем автомобиля тоже ветеран боевых действий. Да, все довольны. Как это, что говорят? Все счастливы, можно сказать. Также спортзал, аэропорт, где-то медцентр, какие-то анализы. Фук-фук, туда-сюда сразу. Чтобы получить помощь в транспортировке, достаточно позвонить на горячую круглосуточную линию. Организовать перевозку можно в том числе из близлежащих районов. Ржана Гармаева, Семен Семенов, Якутск. В Москве наградили победителей 3-го всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток. Земля приключений». Церемония прошла в Национальном центре «Россия». Интерес к мероприятию увеличивается от года к году и привлекает самую разнообразную аудиторию. От Якутии на конкурс в этом году было отправлено 50 заявок. Подробности в следующем материале. Всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» продолжает бить все рекорды. На 3-й сезон на суд жюри были представлены почти 900 работ из самых разных регионов. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Но, конечно, главное условие – все фильмы должны быть посвящены путешествиям по Дальнему Востоку. Для нас важен каждый фильм, а еще важнее те путешествия, которые за ними стоят. Потому что каждый раз человек, путешествуя по нашей стране, путешествуя по Дальнему Востоку, открывает для себя новую страницу любви к родине. Наши земляки отправили на конкурс 50 работ о путешествиях по республике, но в число финалистов никто из них не попал. Но фильм о Якутии все равно был представлен на церемонии. В номинации «Водное путешествие» 2-е место занял Сергей Марченко со своей картиной о сплаве по Амге под названием «Сюда надо ехать». Амга превзошла наши ожидания. Я постарался показать природу, показать малое количество людей, которые там есть. Вот. Мы к этому походу готовились. Я купил книжку «Писаницы бассейна реки Алдан», распечатал все. Мы ехали, смотрели, искали эти писаницы. Вот. Приобрел тоже книжку «Реки Якутии», известного вашего автора. Подготовился, как обычно. Такая старая советская привычка готовиться к походу. Гран-при конкурса получила Марина Галкина. Приз в 3 миллиона рублей она выиграла за фильм о Чукотке. Одна в тундре, 700 километров пути. Ее подвиг оценили и зрители, и жюри. Кстати, во время награждения Марина уже озвучила новый маршрут. Причем по Якутии. Куда поедете? В Якутию. Когда? А что там, Марина? В Якутии? О, там есть все. Там есть горы, лес, тундра, там есть оленеводы, там есть рыбные реки. И первозданная природа просто потрясающая. Там есть где разгуляться. В год защитника Отечества в рамках конкурса была создана и специальная номинация «Тропами Победы», куда принимались фильмы о путешествиях по местам боевой славы Дальнего Востока и Арктики. Здесь победителем стал представитель Сахалина. Ну а имена новых героев-путешественников мы узнаем уже в следующем году. 4-й сезон конкурса скоро стартует. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия день за днем», и мы продолжаем. В Владивостоке в ботаническом саду открылась весенняя выставка, которая радует глаз разнообразием растительных экспозиций. Подробнее о выставке в материале далее. В оранжерее ботанического сада Владивостока открылась выставка «Обгоняя весну», в которой представлено более сотни видов растений, среди которых есть как привычные глазу цветы, так и редкие экземпляры. На ней также находятся 80 сортов и порядка 3500 тюльпанов. По словам научного сотрудника, в мире насчитывается более 60 тысяч сортов тюльпанов, выведенных человеком. Еще мы показываем нарциссы, гиацинты, хианодоксы, крокусы, цикламены, примулы. Это все первоцветы разных регионов мира. Вообще у нас в выставке участвуют около 7 тысяч разных экспонатов, цветущих, приятно пахнущих, и те, которые показывают, что самое шикарное время года – это весна. В оранжерее ботанического сада представлено более 3000 сортов тропических и субтропических растений. Также сейчас можно наблюдать массовое цветение разных сортов азалий. Горожане отмечают, что весеннее цветение в оранжерее создает по-настоящему уникальную и весеннюю атмосферу. Посетители подчеркивают яркость и разнообразие растений от нежных тюльпанов и нарциссов до экзотических орхидей и редких видов. Потрясающе. Вы знаете, ботанический сад в целом, оранжерея – это мое любимое место в городе Владивостоке. Здесь всегда весна, здесь всегда лето, здесь потрясающие экземпляры растений, очень трепетно относится, я думаю, ботанический сад к выращиванию растений, чтобы нас радовать круглый год. Весной здесь традиционно в это время проходят выставки тюльпанов. Вы видите здесь эти рододендроны, много растений таких прекрасных. Такое настроение создается просто великолепное. Спасибо большое ботаническому саду, всем сотрудникам за такую радость, которую доставляют жителям Владивостока и гостям нашего города. Выставка весеннего цветения в ботаническом саду стала уже ежегодным ярким событием для города, способствующим укреплению связи человека с природой. Она популяризирует знания о растениях и подчеркивает красоту наступающего сезона. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Хрупкую красоту лета сейчас можно увидеть в Якутском музее, где развернулась выставка «Аллегория лета». Экспозиция посвящена цветам и растениям, хорошо знакомым якутянам. Все работы выполнены из полимерной глины и созданы вручную художницей Марией Поповой. Подробности далее. Подснежники, колокольчики, иван-чай и лесные ягоды. С первого взгляда композиции трудно отличить от настоящих растений. Каждый лепесток и лист сформирован вручную из полимерной глины. Автор работ – художница Мария Попова. Керамическая флористика, а точнее техника работы с полимерной глиной, она занимается уже около 10 лет. Сначала было очень сложно, потому что это очень капризный материал. Сейчас, например, очень много видов их, и надо понимать, какой, с чем, что смешивать. Это не просто взять одну глину и из него слепить что-то, да? Там надо смешивать разные виды глин, чтобы получить, например, для больших цветов другую смесь, для мелких другая смесь. В общем, Экспозиция стала первой персональной выставкой мастера и сразу привлекла внимание посетителей музея. Многие останавливаются у витрин, рассматривают цветы вблизи и пытаются определить, где заканчивается искусство и начинается сходство с природой. Мне очень понравился цветок сардана. И вообще вот эти полевые цветы тоже такие натуральные. Больше ничего не скажешь. Только счастья ей желаем, чтобы она вдохновлялась и шла еще семимильными шагами в своей творчестве. По словам специалиста, выставка поможет познакомить зрителей с редким направлением декоративного искусства. Керамическая флористика требует не только художественного вкуса, но и точного знания строения растений. Это великолепное, утонченное искусство. Оно возникло совсем молодое. Оно возникло в конце 20 века в Японии. Но потом вот эти вот такие удивительные работы так понравились людям, что оно уже распространилось по всему миру. А наша Мария Попова взяла за изготовление наших луговых трав, луговых цветков. Она первая художник, которая занялась
Якутии этим делом, этим искусством. В дальнейшем мастерица начнет работать над созданием ирисов и бабочек для своих композиций, в частности над махаоном. А пока увидеть воочию атмосферу короткого, но насыщенного лета можно будет до конца марта. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Талантливые дети республики вновь готовы покорить наши сердца. Стартовал 4-й сезон проекта «Вот это да». 40 юных якутян покажут свои вокальные способности. Победителей в этом году будет 3. Одного выберет профессиональное жюри. Право определить 2 других остается за зрителями. Финал ждем 12 апреля, а пока идут отборочные этапы. Посмотреть их можно на телеканале «Якутия-24» каждое воскресенье. Многое зависит от вашей поддержки. Кто попадет в финал, тоже решает зрительское голосование. Главная цель нашего конкурса – зарядить детей, заразить вот этим вот замечательным делом, петь просто дома, в хоре, сольно, вот, и привлекать своих домашних к этому занятию, своих родителей, там, друзей, там, ну, в общем, мы очень хотим, чтобы армия вот поющих у нас в регионе только увеличивалась. Подвели итоги первенства Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Напомним, в феврале 26 года в Якутске впервые прошло масштабное соревнование, собравшее около 300 участниц из 9 регионов ДФО, где сборная Якутии показала исторические результаты, став победителями в командном зачете. И надо сказать, что эти соревнования прошли на очень высоком уровне. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности Федерации художественной гимнастики нашей республики, да, в лице президента Федерации Людмилы Валерьевны Николаевой. Ну а так, эти соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, при поддержке Федерации гимнастики Российской Федерации. И мы вот сегодня будем подводить итоги. Надо сказать, что и еще раз хочу поздравить сборную нашей республики, наших девочек, юных спортсменов. В Ленском районе прошло первенство по хоккею с шайбой среди взрослых команд. Жаркие ледовые баталии, спортивный азарт, горячие споры и поддержка болельщиков. Хоккеисты с первой минуты устроили зрелищное противостояние на льду. Участие в первенстве приняли 3 команды. Молодежка-ветераны из Ленска и команда «Медведи» из города Мирный. Ледовая площадка во время турнира стала ареной напряженной борьбы. Хоккеисты демонстрировали хорошую физическую форму, командное взаимодействие и продуманную тактику. Команда «Мирный». Это «Медведи» у нас. Тоже любительский клуб. Собрали команду. Из молодого состава взяли 5. Приехали, как бы просто в свое удовольствие поиграть. Уже с первых минут первенства команда молодежки устроила зрелищное противостояние, одержала победу со счетом 8-5 в игре с командой ветераны. Все хорошо, пацаны бегают все. Афанасий тренирует их очень хорошо. Ну, «Медведи» в Мирном, в принципе, слабенькая команда. Не так тяжело с ними играть. Нам, пацанам, тяжело. Дмитрий Новожон играл за команду ветеранов. Хоккеист перспективный. Забил за игру несколько шайб. Но все же команде не удалось обойти молодых соперников. Ветераны чуть слабину дали во втором периоде. Все равно сказывается возраст. Ну, стараемся как бы играть. А вот наше поколение, которое нас научили, мы перенимаем и дальше передаем. Во второй день первенства на льду встретились команды ветераны из Ленска и «Медведи» из Мирного. С начала матча команда ленских хоккеистов начала штурмовать ворота соперников. 4-1 проигрываем. Почему? Что мешает? Ну, чужая земля, наверное. Напряжение ваше маленько помастеровите, так сказать, команду. Мужчины добавили. В прошлом году мы чемпионами стали у вас, отобрали кубок. А в этом году, ну, как-то так, ваши поднаторели, более мастеровите стали. Трибуны гудели, болельщики поддерживали хоккеистов громкими криками. Очень переживали. Я болею сегодня за 2 внуков. В какой команде играют? Сейчас они в разных командах играют против друг друга. Один старший, вот ему 21 год, а другому вот 14. С утра играли с мирнинцами, и выиграли так здорово, вообще, конечно, здорово. Я не могу. Я волнуюсь, у меня до слез.
После упорной борьбы победу впервые за много лет на родной земле одержали ленчане. Команда «Молодежка». Ребята были награждены кубками и медалями. Теперь хоккеисты будут готовиться к республиканскому турниру. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Потепление в Якутске – отличный повод отдохнуть не только на природе, но и на улицах города. Для этого на многих озерах столицы региона обустроили катки. Среди горожан находятся и те смельчаки, которые отправляются кататься на коньках по реке Лене. Об активном весеннем отдыхе якутян расскажет Вероника Таюрская. Лена – одна из крупнейших рек не только в России, но и в мире. Если летом она привлекает туристов, то зимой она является местом притяжения для многих людей. Якутяне признаются, что Лена для них является не просто местом силы, но и местом уединения со своими мыслями. Сейчас мы находимся на реке Лена. Это вот место силы для нас, якутов, поскольку здесь мы находимся со стихией воды. Для нас, для меня это вот побыть наедине с собой, послушать себя. Поэтому я очень счастлива, особенно я счастлива прокатиться на коньках, поскольку в детстве занималась фигурным катанием немножко. Поэтому для меня вот сегодня прекрасный солнечный день. Лена – это самая энергичная и могущественная река в России. Несколько лет уже катаюсь. В этой реке очень большой каток, поэтому она мне и нравится. Пока смельчаки отправляются на реку, многие горожане отдают предпочтение проводить время в самом городе, где на озерах традиционно обустроили ледяные горки, дорожки и другие виды развлечений. Когда потеплело и когда подкрылся. Вот вчера тоже были. Ну, сегодня довольно тепло, но немножко замерзает, настроение хорошее. Да. Я пришла сюда, чтобы научиться кататься и пойти на горки, чтобы мне было очень весело. Излюбленным местом якутян считается каток на озере Талом. По старой доброй традиции горожан ожидает катание на коньках и, конечно же, заряд позитивной энергии. Первый раз стою на коньки, поэтому волнуюсь. Весна же, солнце радует. Позагорать еще. Нравится. Ага, ну и расскажи, впервые ли ты на этом катке? Нет. А что тебе здесь нравится, на этом катке? Кататься. Мы сегодня на катке, потому что сегодня тепло. Для меня каток, мне обычно весело, на коньках кататься. Я первый раз катаюсь. Я жду, пока мы покатаемся на коньках. Я это очень давно ждал. Это место, где катаются и развлекаются. Но сегодня мы на горке еще покатаемся. Будет весело и хорошо. Весна по праву вступила в свои права. Якутяне целыми семьями выходят не только зарядиться позитивной энергией, но и провести время с пользой. А главное, всем вместе. Вероника Таюрская, Виктор Дичковский, Семен Егоров, Якутск. Такими были итоги этой недели. Мы продолжаем следить за самыми актуальными событиями республики и страны в целом. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.